Хозяйство на Колквицкой горе, так местные называют одну из самых отдаленных деревень Усть-Вымского района, сегодня только встает на ноги. Новую ферму на 100 голов здесь возвели в рекордные сроки. Первую зиму пережили без проблем, говорят аграрии, и убедились, такие небольшие помещения для крестьянско-фермерских хозяйств – оптимальный вариант. Мы сейчас ездим очень много по всей стране, по всем хозяйствам. Надежнее этих ферм еще никто ничего не придумал. То есть кирпичные стены, деревянный каркас. Это, во-первых, это очень просто в обслуживании. Во-вторых, это быстро все возводится. В любой сельской местности есть свои какие-то пилорамы, свои договоренности с лесниками и так далее. То есть, если что-то вот на этой ферме пришло в негодность, это все легко заменить. Сейчас мы ездим и разбираем старые фермы, которые покосились. Они 70-х годов постройки, 80-х. По 40 лет фермы простояли. Ни одна металлическая ферма столько не простоит. Она обязательно коррозии поддастся там и так далее. То есть и металлические конструкции заменять гораздо сложнее, нежели деревянные. Стоимость фермы 6 миллионов рублей. Половину в виде гранта начинающий фермер получила от регионального Минсельхоза. Помогла и районная администрация. Местные рогатые на новой ферме обживаются уже почти полгода. За это время здесь появилось рекордное количество телят – больше 2 десятков. Такого прибавления не было уже давно, говорят в хозяйстве. Сейчас телята ютятся в небольших яслях. За их рационом в хозяйстве следят особенно пристально. Посевную здесь уже закончили, а вот уборочная пора вызывает немало опасений. Единственную заправку в селе закрыли 2 месяца назад. И теперь за топливом приходится ездить аж за 70 километров. Мы даже не знаем, где мы будем покупать топливо. Нам топливо по 46 рублей, это надо до города, до Малой Слуды или до района ехать, чтобы купить. Это у нас обойдется где-то в 52 рубля. 50 это точно. Цены на топливо и на комбикорм, проблемы с реализацией продукции, неравная конкуренция с производителями из соседних регионов и устаревший парк спецтехники. Вот главные вопросы, которые волнуют руководителей крестьянско-фермерских хозяйств. К примеру, аграрии из Усыльмского района в последний раз новые трактора покупали года 3 назад. Для фермеров сегодня это неподъемные затраты. Техника возросла за эти годы в 2 раза, а то и больше. Соответственно, фермер не может купить трактор, сельхозмашину и тому подобное. Поэтому отсюда все тормозится и развитие дальше, потому что не вводя новые технологии, в наше время сейчас уже не увеличишь ни объемы, ни производства, ничего. И все же, несмотря на трудности, крестьянско-фермерские хозяйства в регионе уверенно развиваются. За 5 лет они почти на треть увеличили производство молока. На 36% выросли показатели по овощам. Теперь наши аграрии занимаются не только привычным животноводством, но и сбором дикоросов и даже агротуризмом. Для себя региональный Минсельхоз наметил 2 вектора поддержки. Это начинающие и семейные фермы. В этом году львиная доля грантов пойдет как раз на строительство новых объектов. Будет всего 10 грантополучателей, из них 6 это начинающие фермеры и 4 семейные животноводческие фермы. Я думаю, что до конца июня мы отдадим свои субсидии, и они уже начнут заниматься строительством своих животноводческих ферм. В очередной раз региональный Минсельхоз призвал фермеров к объединению. Для борьбы со страхами перед кооперацией в Коми даже открыли региональный центр сельскохозяйственной кооперации. Здесь аграрии смогут получить всю информацию по господдержке. А еще в развитии фермерского движения в профильном ведомстве надеются на помощь районных властей. Пока, увы, не все муниципальные чиновники проявляют интерес к аграрному сектору на местах. Виктория Палкина, Олег Костромин, телеканал Юрган.